Поступила заявка от жительницы Мариуполя с просьбой помочь ее семье, маме, бабушке и внучке, оставшимся без документов и жилья. Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в числе которых и добровольцы из Ингушетии, повезли гуманитарную помощь, помогли с документами и провели ремонтные работы во временном месте проживания. Сегодня к нам приехала гуманитарная миссия, Всероссийский студенческий корпус спасателей. Помогли нам по дому, привезли нам гуманитарную помощь, продукты, газ российский. Помогли мне, самое главное, помогли мне получить документ, адресную справку, без которой я не могла ничего не получить, никуда не обратиться. Очень помогли. С начала войны у нас сегодня самый счастливый день. И появилась уверенность в будущем. Ушло отчаяние, в котором мы были с самого первого дня начала войны. Огромное вам спасибо. Ингушские добровольцы, единственные, кто из регионов СКФО отправился оказывать помощь местному населению в рамках гуманитарной миссии. Вместе с волонтерами более чем из 20 регионов страны, буквально под вражескими обстрелами и бомбардировками, они раздавали продукты питания, средства гигиены, медикаменты и многое другое. Один из волонтеров доброй миссии, Хасан Юсупов, на протяжении месяца помогал жителям Херсона. У нас была команда из 22 человек с разных регионов. Мы от Ингушетии, я был один. Мы в основном мы оказывали все самое необходимое, что должны были мы сделать. Мы старались помочь, также раздать продуктовые наборы. Может быть, не у всех получалось быть на месте. И мы даже иногда выезжали на дом. Понимаете? Да, было опасно. Многие обездоленные и голодные, помимо гумпомощи, нуждались в простом человеческом участии, сочувствии и поддержке. И кто бы их понял, как не ингуши, в период депортации 13 лет, которые испытывали холод, голод и горечь утраты близких. В основном радовались-то, конечно, потому что люди несколько месяцев не получали абсолютно никакого пособия. И когда мы начали раздавать гуманитарку, там очень большое количество гуманитарной помощи было прислано, и мы раздавали. Да, некоторые радовались, некоторые не очень радовались. Но в основном люди радовались и приветливо нас встречали. Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей развернули гуманитарную деятельность по всем направлениям ЛНР и ДНР. Перед отправкой, конечно, прошли обучение, а также инструктаж. Ведь действовать нужно было непосредственно в районах ведения боевых действий, в том числе и на занятых российскими военнослужащими позициях. Опасность поджидала почти на каждом шагу, в прямом смысле. Мы работали именно по направлению разбор завалов, проверка этих завалов на наличие тех или иных взрывоопасных веществ. Потом вызывали условно саперов, которые проводили разминирование. Спецслужбы, которые компетентны в этом смысле, саперы, они просто старались максимально обезопасить всех волонтеров, добровольцев и представителей МЧС России. Но в любом случае были и такие моменты, что наши добровольцы в составе группы находили и осколки, и боеприпасы, и магазины, и боеголовки, кассетные боеголовки, которые оставались. Руслан Часыгов работал на территории ДНР, а именно в городах Волноваха, Донецке, Мариуполе и Макеевке. Проводил аварийно-восстановительные работы, раздавал гуманитарный груз, а также оказывал адресную поддержку местному населению. Это при том, что в каждую минуту волонтер был морально готов и сам оказаться под огнем. Мы пересекли границу Ростовской области, Донецкой Народной Республики. Мы уже морально были готовы к тому, что каждодневным этим прилетом, каждодневным этим взрывом мы были уже ментально готовы к этому и понимали то, что куда мы идем и для какой цели мы едем на территорию ЛДНР. Всех волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Ингушетии выдает форма. Все 5 добровольцев являются студентами и преподавателями пожарно-спасательного колледжа. С гуманитарной миссией они отправились 27 мая, вернулись месяц спустя, с честью выполнив задачи, которые сами возложили на себя. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова их чествуют и награждают в Министерстве образования и науки региона. Часыгову Руслану Бекхановичу.
Удовольствие изучаю вам, благодарность и присоединяюсь ко всему, что здесь написано. Заместитель председателя правительства и министра образования Республики Эсет Бокова отметила, масштаб и значимость действий наших волонтеров на Донбассе не нуждаются в преувеличении, когда перед лицом опасностей они действовали героически и мужественно. Это в первую очередь говорит о том, насколько патриотично, правильно построено воспитание в республике. И во-вторых, без всяких прекращений это мужественный шаг и мужественное решение побывать без всяких обязательств на эти непростые территории. Я горжусь непосредственно как руководитель ведомства, то, что это непосредственно члены моего огромного педагогического коллектива, на которых я сегодня могу равнять и студентов, и учащихся. Преподаватели и студенты пожарно-спасательного колледжа, участвуя в добровольческой миссии, представили Ингушетию как один из центров волонтерства, где помогать другим у населения в крови, а отвечать на зов о помощи заложено в наш кодекс чести. Люди, которым страна может доверить задачи абсолютно любого уровня. Всероссийский день волонтера и их праздник. От себя лично хочу поздравить всех добровольцев и волонтеров нашей республики и в России в целом с этим днем. Желаю им, чтобы всегда в их делах сопутствовал успех, и чтобы их помыслы были чистыми, и всегда они проходили на помощь нуждающимся. День добровольцев в России учрежден в первую очередь благодаря самопожертвованию людей доброй воли в разные времена, независимо от религиозных или этнических различий. Они, руководствуясь единым порывом сделать мир лучше, завоевали любовь и признание миллионов. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.